Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Единственная радость– это когда я встречаю в аэропорту прилетевших хвостиков. Называется «Спасли». А также, когда хвостики уезжают, разъезжаются по домам, по семьям. Все остальное время идет поток либо местных забот и решения проблем, либо печальные и страшные вести из Якутска. Вот прилетели еще 4. Благодарю всех-всех, кто помог оплатить дорогу, благодаря кому состоялся этот перелет и снова встреча в аэропорту. Это хороший Мишка приехал. Мишка, Мишуля, Мишуль, ну расскажи нам, пожалуйста, про тяжелую жизнь в Якутске. Здрасте. Тележки тогда давайте. Три. Это наш водитель приехал. Мы его ждали и ждем еще 3-ю собачку. И пока я показываю вот это золото, сокровище золотое. Давай тебя и немножко издалека. Вот такой. Обижали золотых детей. А это, ой, такой внушительный. Вот. Что ты? Ой, какой золотой. Ой, какой золотой. Так, сейчас ждем 3-го. Да, малыши? Ждем. Ой, где мы, какие мы несчастные. Боится. Вот это посмелее, это выпрямленное. А вот это совсем бояка. Меня опасается, на меня смотрит. На тебя, да, смотрит, ага. Тимусина, а то мы тебя ж пошли. Потому что твоего друга же доставали из вольера, а тебя стало жалко. Ты так смотрел ему вслед, горько. Но мы не выдержали и тоже пришли за тобой. Вот. Вот такой розовый нос, очень утонченная. Левретка, фигетка. Там у тебя одни косточки, я вижу, малышка. Одни косточки. Худобище моя. Ой, какая утонченная. Это мы тут загружаемся. То есть сюда еще поместится, да? Сейчас едем во Внуково. Там еще одна собака летит. Многие из вас помнят простуженного, тихо умирающего под домом Гошу. Да, он тогда болел. Думали, не выживет. Но мы вылечили его еще там, в Якутске. Вывезли, и Гоша радовался жизни на передержке. У него много друзей. Он всегда жизнерадостный. Недавно обнаружилась кровь в воде, где он пил. И еще запах. Терапевт направил нас к онкологу. Добрый мальчишка Гошка. Добрый мальчишка Гошка едет к онкологу. Вот такие у нас проблемки появились. В этот раз с челюстью. Вот приехали с Гошенькой в клинику к онкологу. Съездили уже на консультацию к одному врачу. Думали к терапевту, думали проблема с зубами. Нет, дело не с зубами, дело с десной. Поэтому нас направили к онкологу. Очень жалко, если это будет онкология. Если онкология подтвердится. Ждем, когда нас вызовет доктор. Приехали чуть пораньше с запасом. Да, малыш? Приехали к тому же доктору, который оперировал Алтая. Ну, как бы уже к проверенному доктору. Прошли обследование, сдали гистологию. Предварительный диагноз онколога – плоскоклеточный рак ротовой полости. Ждем результаты гистологии. Как видите, друзья, расходы и проблемы только увеличиваются. При этом помощь сокращается с каждым днем. В эти дни нам, как воздух, нужна ваша поддержка. Пожалуйста, дорогие друзья, дорогие спасатели, прошу вашей помощи для этих бедолаг. Помогайте, пожалуйста.
В ППЖ наконец-то началось строительство нашего вольера. Очень надеемся, что какое-то количество жизней будет спасено. Но сейчас обстановка там все хуже и хуже с каждым днем. Власти все сделали, чтобы была большая скученность, чтобы они сами себя попереубивали. Ведь это животные. На это и был расчет. Свезя в ППЖ всех отловленных за 2 месяца из ангара, а территория не рассчитана и не оборудована для встречи 1000 собак. И вот начались проблемы. Огромные. В конце прошлого ролика мы показали 2 собак. Того, кто забился в угол, разорвали в тот же день. Черную, прижавшуюся к стене, отсадили в отдельный вольер. Больше мест не было для других. Их было 3 однопомётников. Видимо, вместе где-то жили и вместе попали в отлов. Скромные и тихие. Такие собаки в первую очередь лишаются жизни. В переполненных вольерах 2 успели забрать, 3 тоже погиб. Одну из порванных увезли в клинику, раненую собаку. Вопрос стоял о ее усыплении. Боролись. Часа 4 за ее жизнь, но не спасли. Она умерла в клинике. Друзья, присмотритесь, пожалуйста, вот к маленьким 2 собачкам. Их сдали в ППЖ сами хозяева. Рыженькая, ей лет 5. Она весит всего 2-3 килограммчика. И черненькую, она чуть побольше, 4-5 килограмм. Она тоже нуждается в ручках. Им тоже нужна семья. Пожалуйста, может быть, кто-нибудь сразу возьмет себе домой. Пожалуйста, их надо обязательно спасать. Им не место в ППЖ. Крошечные немолодые собачки на 1 укус большой и агрессивной собаки. Ищем им сразу дом. Маленькая собачка, рыженькая, сдали хозяева. Ей лет 5, надоело. Всего-то килограмма 2-3. И черненькая, чуть побольше, 4-5 килограмм, тоже сдал хозяин. И тоже ищем семью. Друзья, присмотритесь, пожалуйста, к ним. Им не место в ППЖ. И не место им на передержке. Им сразу нужна семья. Друзья, возможно, это наш последний ролик. Не знаем, но уже есть официальная информация о блокировке YouTube. Очень жаль. Мы успели здесь познакомиться и подружиться. К сожалению, по разным причинам, но очень немногие подписались на Рутуб, Телеграм и Яндекс.Дзен. Надеюсь, мы не потеряемся. В поиске можно набирать «Спасение бездомных животных. Якутск» или Лара Володина. Подписывайтесь, пожалуйста, пока мы не растерялись. Потом будет сложнее искать.